очередной предновогодний выпуск диванных аналитиков. На этот раз, этот у нас четвертый, да? Да. Четвертый выпуск, но как раз таки он финальный, скажем так, в этом году. Вот, уходящий год. Барана или козла у нас? Козла, по-моему. Козла. Вот. Не, баран. Баран. Ну, вот. Итак, чем запомнился тебе, Денис, этот год? Вот какими событиями, скажем так? Так, ну, конечно же, с политики начнем, да? Да, с политики. Политика в этом году показала, что надо все-таки быть, слушать глаз общественности. Мы об этом уже говорили. Люди, которые перестали слушать общественников, народ, они уже уходят в прошлое. Необходимо налаживать контакт с гражданскими активистами, больше реагировать на общественное мнение, прислушиваться к нему, конечно. То есть будущий год для тебя это главенствие общественной инициативы. То есть когда люди сами пытаются направлять события какие-то, управлять. Надо отстаивать права, надо проявлять инициативу. Хорошо. Политика, скажем так, у нас очерчена. То есть это будущее за общественными инициативами. Да. Теперь экономика. Вот в экономическом плане, вот как ты считаешь, этот год, вот, ну, пусть и кризисный и прочее, но что ты можешь отметить как положительное, что как скажем, пример неудачи года, провал? Ну, провал года, конечно же, провал года предпринимателя. В этом году очень много было сделано против предпринимателей, кроме налоговых льгот. То, что они установили. В этом году, конечно, антиалкогольная политика велась неразумно. Поддержка предпринимателей тоже как-то четкого вектора не было, четкого понимания, что власть делает. Это метание из стороны в сторону, какие-то новые законы, в том числе вот, по алкоголю. Очень никто не... Предприниматели, как говорят, пардон за такую грубость, да, но, как сказал предприниматель, не надо тянуть кота за яйца, да, в одно место. Вы, говорит, либо отпустите его, либо нахрен оторвите, да, чтобы четкое было. То он говорит, орет, Мучается. Да, мучается, и шум кругом, и вам, наверное, неприятно на самом деле, если не садист, конечно. Если власть садист, то понятно, почему он это делает. Но надеюсь, это не так. Ну, наш самый главный активист по борьбе за трезвость Матвей Лыткин, да, руководитель по Росалкоголь нашего местного регулирования, он что на прошлое? Проходили парламентские слушания на тему борьбы с алкоголем. Он на нем очень так неуверенно, так неохотно озвучил количество госпредприятий, которые перестали торговать алкоголем. Да? Хотя, ну, напомню, что Виктор Федоров, депутат Тюмен, высказал рекомендации, чтобы запретить предприятиям с долей государства более 50% торговать алкоголем или сдавать в аренду помещения под реализацию алкоголя. И что в итоге? Он назвал только одно предприятие. Они очень не хотят об этих предприятиях говорить, что некоторые предприятия сдаются в аренду, в субаренду сдаются, за развлекательное заведение. Как же это лицемерие же. Ты либо борись, либо скажи честно, я как бы зачищаю рынок под своих. Контрактмету, значит, можно торговать, да? Содержать эти увеселительные заведения, основным контингентом которых является молодежь. И, грубо говоря, вот наш всеми любимый ФПК Якутия. ФПК Якутия, да? Продукцию предлагает, то есть пивную, как бы. И как понять? Опять же, если запретить ФПК Якутия, это... Нет, мы не против, в принципе, поработает, работает, но с другой стороны, зачем гнать пургу, грубо говоря? Ну, смотри. Ты призываешь за трезвость, и тут твое же собственное предприятие наращивает и увеличивает ассортимент этой же самой продукции. Это посмотрим. Но не всегда оно эффективно работает. Просто посмотрим на госдотации, которые выделяются предприятию этому. По нашим данным, в этом году было предусмотрено 100 миллионов вот всем этим госпредприятиям в качестве государственных гарантий. А вот если эти деньги направить на спортивные площадки, спортзалы... Ну, правильно было бы на самом деле действительно направлять эти деньги, как бы это ни звучало так, софинансирование заведений, которые занимаются. То есть надо создавать условия для того, чтобы люди были заняты чем-то. У нас в городе еще ладно, да? В городе человеку есть чем заняться. Если ты не пьешь, то можешь пойти там
кружок, куда-то можешь сходить. А в деревне ничего не происходит. Я сам вот родом из района, и у нас вот действительно вот куда Два развлечения. да, либо пить, либо не пить, да? Либо хозяйство. А телевизор, два канала всего лишь. Вот Что это делать? тогда было? Сейчас, наверное, успокоились. Спутник сейчас тоже же защищает, сейчас там тоже идет какая-то ограничение. Ну тоже в телевизор смотреть весь день, тоже знаешь, что скучно. Хозяйством заниматься, что делать? Поскольку упомянули телевизор, то у нас, значит, теперь уже часть культурная. Вот событием культурным для тебя что является вообще вот этого года? Ну, событием культурным для меня является фильм «Звездные войны». Я вот не смотрел фильм, но осуждаю. Для тебя это культурное событие. Все вот, я вот не смотрел, но я уже выдвинул массу критики в адрес этого фильма. Ну, Хотя давай я его посмотрел, Давай, я его да. критикую. Давай, вот скажи, Я что его ты- критикую за то, что он действительно отчасти является каким-то ремейком четвертой части. Там не предложили ничего нового. Главный злодей, как правильно все шутят, лучше бы он не снимал маску. И вообще его показали каким-то ущербным и очень таким неудачником реально. Обидно просто за темную силу. А обидно вот становится. вопрос такой, как ты думаешь, вот, что ремейк сделали, это хорошо? А это признак того, что те, кто снимал, компания Disney, не хотела рисковать. Они хотели снять то, что у многих на слуху, и куда по-любому большое количество людей пойдет, потому что они соскучились по этим сериям, трилогиям. Они что-то, ожидание есть какое-то, да? Но они поняли, что если они, то есть не то чтобы поняли, они люди, просто которые любят деньги считать, поэтому они, видимо, решили не рисковать, а снять что-то такое, что, как бы, people's Highway. Ну Да, там будут стрелялки, пым-пым, там что-то, какая-то сюжетная линия Ну какая-то. и тебе в любом случае хочется пойти посмотреть, Да, что... любопытно просто, любопытно. Да. А сходил и что-то не то, а деньги потратил. А они отбили свой $1 миллиард и как бы и все. Тогда вопрос, назови нового героя, смотри. Вот этот Дарт Вейдер, да? Терминатор, Хищник, Чужой. А какой? Это все герои 20 века. 20 века, да? Назови какого-нибудь нового героя, которого предложил 21 век. Такой, там, Черепашка-ниндзя. Черепашка-ниндзя 20 век, да? Да. Кто еще? Там, не знаю, Чип и Дейл, Чип и Дейл, идея это. Ну, Это хотя- тоже старое все это. Да. Даже Нео, этот Матрица, тоже 90-й год, 97-й Да. год. Тоже ничего. Что могло быть? Вот что родилось? Может быть, мы немножко не следим за новинками, может быть, какой-нибудь тут кто подскажет, какой новый герой есть, который действительно вот, ну, этот, Хэнкок. ну, наверное, этот. Уилл Смит, это Наверное, этот. Как там? Робин Гуд. Нет. А. Синий-то такой. Синий. Синий, с луком. И Синий с высокий луком. такой, и другой. Аватары. Аватар. Во. Вот, единственное, что более-менее. Вот, аватар. Хотя, говорит наш министр культуры бывший, или не бывший, бывший, что это реплика с нашего эпоса Алан Хо. То есть ты думаешь, что если так дальше продолжится, что будет в итоге? К чему это приведет? Просто, если во главе всего стоит идея именно денег, Да. то вот эта цель, она уже блекнет. Она уже, то есть сами себя деньги как бы сами не цель. В итоге в погоне за деньгами любые благие намерения, они уйдут в песок. То есть мы это наблюдаем и по фильмам, и по попсе и прочим. То есть стремясь зарабатывать деньги, бизнес, который вкладывается вот в эту культуру, он боится рисковать. И мы видим все время реплики. Продолжение каких-то частей, какие-то приквелы, сиквелы, еще что-то, жвачку. Потому что они не хотят делать что-то новое, за что могут критиковать, где есть риск сделать что-то, что не понравится. Лучше сделать какую-то среднюю добротную жвачку, которую люди... В любом случае она себя окупит, Да, да, и она хотя, себя хотя бы окупит, и всё. бизнес твой будет. Желание, да? А создавать что-то новое, на нулях, которое на действительно нулях может не «Вау» начинаешь. сказать, либо они Читателям. боятся вот это «у». И А поэтому делают зрителям? что-то среднее. А среднее, оно всегда Ну и вообще вообще, хуже, чем кто? что-то сделано. Почитателям. Поклонникам, поклонницам. Что можно сказать? Что можно сказать? Чтобы построили квартал Джода. Это да. И онкоцентр, чтобы начали наконец-то, чтобы мы свои первые эти увидели. Онкоцентр пускай строит. Квартал, 17-й квартал. 17-й новый. квартал пускай строит. Ну вообще в этом году будет много строить школы, садиков. Несмотря на кризис, что-то все жалуются. Дорог очень много в этом году будет построено. Кстати, об этом тоже люди умеют. Будем надеяться, что Тор Кангаласа, о котором столько споров ходит, действительно там появятся реальные какие-то производители, и мы будем уже видеть, что они работают и что-то реально производят. Ну и в целом, как сказал на пресс-конференции Александр Николаев,
наблюдается в последнее время, что молодежь возвращается, говорю, вот как, может он врет, не знаю. Он говорит, что молодежь в Якутск возвращается. Так у нас Она весь же город отходила. молодой, ребята, вы что? Многие молодые, У нас по городу идет Вышел одна такой, молодежь. Арсений Сергеевич такой вышел такой на улице и смотрит с котомками такие, тут молодые. Ой, молодежь возвращается! Откуда она идет, возвращается? Мы вернулись. у нас ничего не получилось, идем обратно. Из Москвы обратно. Средний возраст жителей Якутска, кстати, 30 лет. Да, очень молодой город. Молодой. Вот мы когда были в Симферополе, Севастополе, Да. там средний возраст, мне казалось, лет 40. Ну Ну да, кстати, детей там... Молодежи там мало. вообще не видно. Да, вообще, вот, кстати, там атмосфера, как, все благоустроено вроде как, но дух такого какого-то, такой молодежного духа нет. Такое именно ощущение провинции почему-то. Да. Вроде бы и город там не маленький, да? Вроде бы и с историей место Да. там. А ощущение какое-то такое вот именно вот мы провинции. Да, а вот Якутск, может, Нет, ну а может быть это своя прелесть в этом, может просто мы таким настроем, я не знаю. Ну, но почему-то говорят, что Якутск город движения. Да. Хоть и провинциален, но почему-то многие отмечают, что город от холода все такие. все такие движуху пусть создают или как. Но все-таки я думаю, это положительно. Другое дело, что, конечно же, над этим надо работать. С молодежью надо работать. Надо настраивать их на правильное. В общем, с наступающим вас Новым годом. Желаем, чтобы в год обезьяны, огненные обезьяны, вы были такими же ловкими, шустрыми, оптимистичными, как этот примат, скажем Да. так. Чтобы Наш собрат. да, вам чтобы попадались всякие ништячки в виде фруктов, бананов и прочего, и повышение, и по зарплате, и прибавка, и прирост в семье, и там и здоровье было, как у обезьяны, чтобы Ну, работать надо в первую очередь. А? Работать в первую И очередь. работать. Ну, обезьяна А надо- обезьяну человек как стал? Благодаря труду. Вот трудитесь, и Да, из и- обезьян станем людьми. Да, да, Ну год труда, между прочим, совпало как-то. Так да, вот, обезьяна, год год труда. обезьяны. Из обезьяны она как превратится в человека. В общем, за труд в новом году. За эволюцию, как говорится. Счастливо. Все.